На прошлой лекции договаривались о том, что как делать подношения. На самом деле наши подношения, они все относительны. Абсолютные подношения мы никак сделать не сможем. Почему? Потому что, скажем, с точки зрения небожителя, небожители, они более мощные, интересно, энергии больше. И описание, которое существует, да, как небожители описывают нас, людей, когда мы мелкие, суетливые, от нас дурно пахнет. Все, что бы мы ни сделали, делаем все коряво. Ну так людей описывают небожители. Поэтому получается как? Как бы мы красиво свое подношение мы не старались сделать, с точки зрения вот тех же небожителей, оно будет все равно каким-то недостаточным. Поэтому особо беспокоиться насчет внешних факторов наших отношений, думаю, не надо. Главное, чтобы это было от глубины нашего сознания. Вот, например, представьте, что, скажем, человек, который может делать подношение только куском чертового хлеба. Больше у него ничего нет. Это есть очень хорошее подношение. А кто-то может сделать подношение по-другому. Здесь как бы таких системных равностей между ними нет. Это зависит от нашего ума. Если мы делаем подношение в силу своих возможностей, скажем, материальных, духовных, в том числе вот кто-то аккуратист, да, у кого-то вот это не получается. Но здесь главное, что человек как делает подношение. Очень много различных, скажем, преданий существует из жизнеописаний Будды Готамы, что какой-то раджа, пригласив Будду с его учениками, на золотых блюдах кормит всех монахов. И, там, естественно, у него есть окружающие льстецы, которые говорят, что вот такого, скажем, деяния мы никогда не видели. Он очень гордится этим, кичится, что он, оказывается, единственный такой, который зарабатывает буин, да, таким образом. В это время одна нищенка тоже появилась в том же месте, в то же время, и она просит охрану вот этого раджи: давайте я тоже пройду, сделаю подношение. У меня как раз моих медиков хватит на количество вот этих монахов. Я хотел бы сделать подношение. Ее не пускают в ограду. И когда вот эта нищенка, ладно, ее не пустили, даже в ограду не пустили. И когда она стоит и радуется, что, оказывается, на свете мир не так плохо, как кажется. Оказывается, в этом мире существуют вот такие хорошие люди, как этот раджа, который нашел время, выделил средства, чтобы делать, совершить такой праздник. Она просто сорадуется.
Вот это под конец ужина, ну, ужин же, обеда, этот Раджа спрашивает у Будды, ну, как, скажем, эквивалент вот той благодетели, Буим, да, которую он сегодня совершил, как это можно как-то соразмерить с чем-то? Будда отвечает, у тебя Буим точно такой же, если не меньше, чем вот у этой нищенки. Просто Буим-то изначально шел, все было хорошо, пока ты не стал, пока твоя гордыня не взяла верх. Все было нормально. Когда ты услышал информацию, что вот такого никогда не было и так далее, ты уже стал уже гордиться этим, что я такой единственный, неповторимый, вот тогда уже, говорит, вот эта энергия, она начала терять качество. А вот у этой нищенки все было наоборот. Она смогла просто порадоваться чистому сердцу, доброму деянию других людей. И поэтому здесь в отношениях нужно знать, что все у нас нашего сознания. Поэтому правильные, неправильные по отношению там таких строгих критериев не существует. Если дальше, скажем, уйти в тонкости, да, 4 тантрических ступеней, да, 4 направления. Вот. Крия тантра, Джажут, Чарья тантра, Чучут, Йога тантра, Нальджарджут, и Анутара йога тантра, Наджраланами движут. 4, скажем, ступеней по тантре. Вот там как раз свои нюансы есть, конечно. Например, мане, да, когда в течение 3 суток люди собираются и практикуют в ретрите, ну, такой коллективный ретрит на Арьяву. Оно относится к низшей сфере тантри. Поэтому, так как она низшая, у нее особенность в том, что внешне должна быть чистота. Внутренняя — это очень легкая, радостная такая медитация. Внешний облик должен быть очень чистым. Человек должен быть внешне чист, умыт, чистой одеждой. Перед этим он какое-то время держит пост, отказывается от мясного, от различных пряностей и так далее. Да? Тогда как Анутара йога тантре, высшей тантре, да, на такие, скажем, внешние обстоятельства такого пристального внимания не оказывается. Главное — внутренний мир. Поэтому вот они различаются от внешнего к внутреннему. Поэтому, ну, скажем, вот таких рамок строгих нет, но в то же время существуют традиции. Вот обычно, когда если мы покупаем вот такие чашечки для подношений, да, они маленькие. Почему? Потому что мы экономные, да? Их обычно 7 штук. Столовой так. Да? В первое, это как бы с левой руки начинается, заканчивается правой. Да? С левой руки наливается чистая вода. В текстах идет, что вот эта чистая вода должна обладать 7 качествами. Но, на мой взгляд, все в основном воды на нашей земле, да, они все обладают
не только 7, там, 20 качествами. И все нормально у нас. В Индии с этим сложнее. Вот, например, идете в Индии, там течет речка, внешне она очень чистая. Вы босиком проходите по этой воде, скажем, по щиколотку, там намочили ноги, вышли. Я тому человеку посоветовал поторопиться домой и умыться под душ. Почему? Потому что та часть поверхности кожи, которая была намочена, она начнет зудиться, краснеть и начнет воспаляться. Внешне это очень чистая вода. Почему? Потому что в Индии не бывает холодов, как у нас. Нам повезло, что у нас бывает холода до минус 40. Я вас могу поздравить с этим. А там холодов не бывает. Поэтому микробы засыпать, умирать, у них такого понятия, у них совершенно другие, скажем, привычки. И вот эта вода, она кишмя кишит вот этими микроорганизмами, которые, попав на кожу, естественно, стараются питаться. Поэтому в основном та вода, которую пользуемся мы, она отвечает критериям чистой воды. Нормально. Вот. Первая чашечка — это чашечка для питья. Обычно есть внутрь, она идет вот так. Мы даем. Здесь нужно знать вот традиции гостеприимства. Традиции гостеприимства, так же как народов в Сибири, так же как народов в Индии. Да? Раньше, скажем, вот расстояние между, который проходил путник, в основном пешком, да, были большие. И в Индии, как мы знаем, что очень жарко. Обычно человек, пройдя какой-то длинный путь, его уже мучит жажда. Поэтому первое, что делают при встрече вот этого гостя, дают напиться. Имеется в виду дорогой гость. Второе, тоже чашечка с водой. Это для омовения ног. Чакжанин, если она была вот такая, следующая она уже идет вниз. Омовение ног. Почему? Потому что в основном раньше ходили босиком, тем более в Индии. И человек, скажем, с пыльными ногами в Индии там зайти в таком виде в дом не станет. Ну, также в арабских странах, вы знаете, да? Там омовение рук, ног, там как бы это традиционно даже. Омовение ног. Дальше идет. Ну, обычно мы кладем зерна, рис. Это олицетворяет цветы. Наверное, видели, что в Индии как цветы, да? Ожерелье из цветов. Там, это уже традиционно встречи гостя. Что он знак гостя, что он дорогой гость. Дальше идут благовония. Четвертое. Также кладем рис, зерна, и туда обычно втыкаем благовонные палочки. Хуже. Получается как, что человек, который прошел долгий путь, возможно, что он давно не мылся. И чтобы вот встреча проистекала без какого-либо дискомфорта,
гость не, как бы сказать, может от него запах идет, может от меня может какой-то неприятный запах идти. Чтобы вот этого дискомфорта между нами не было, ему дается вот благовоние. Он может ими пользоваться, может нет. Это на его усмотрение уже идет. Следующий, пятый, идет зула. Светильник. Здесь тоже нужно знать особенности строительства уже, да, в южных странах. Обычно дома там строятся как термосы. Очень много таких коридоров, очень много дверей, очень много комнат таких маленьких, через которые нужно проходить. Если на улице там, плюс 40, за дверью уже там, плюс 30, следующая дверь там. Чем дальше идешь, тем прохладнее. Вот эти как бы слои комнат, они задерживают жару. И как получается, что вот эти много комнат, много коридоров, да, они в основном темные. Таких больших окон, от которых может, скажем, жарить, таких нет. Обычно это в простых деревнях это мазанки, саманные. И там очень мало света внутри. И чтобы гость не заблудился, он должен иметь при себе средства для освещения. То бишь зула. Далее идет благоуханная вода. Туда мы также наливаем чистую воду. Хотя раньше, если по рецептам смотреть, там специально вот благоухающие растения, их специально клали в воду, чтобы вода приобрела качество этого растения. И вот такой водой впрыскивали себя. На сегодняшний день это, наверное, парфюм ближе. Ну, обычно мы наливаем туда воду. И последнее, да? Седьмая – это еда. Мы встретили гостя, попил воды. Следующие помыли ему ноги. Следующие повесили ему на шею цветы. Следующие дали ему благовоние. Дали ему фонарик. Да? Далее идет благоуханная вода. Парфюм ему подарили. Еще что дальше? И еда уже, да? Пригласили его к обеду. Там еще одно подношение, оно как бы внешне, мы обычно не ставим. Это уже музыка. Во время принятия пищи должна присутствовать приятная, спокойная музыка. Ну, там можно как символ музыки колокольчик можно поставить. Но обычно колокольчик используется как символ для других уже, скажем, методов. Поэтому вода, цветы, да, зерновые, удобные палочки, потом светильник, зула, потом благоуханная вода также и уже еда. Это классическая, скажем, классическая встреча гостя. И вот эта традиция, она дошла до наших дней. Мы с их помощью встречаем Бодхисаттва, Идаму, хранителей, скажем, даже хозяев местности. Если когда мы их приглашаем, мы, скажем, расставляем вот эти подношения приветственные.
И дальше, естественно, как бы все это должно идти уже в нашей визуализации. Что не только вот в этих маленьких чашечках, да, а это как бы просто символы нашего отношения. Ну, еще раз скажу, что таких строгих рамок на самом деле